Путешествие по страницам истории началось с осмотра памятной плиты, посвященной одному из ключевых моментов – принесению присяги ингушским народам Российской империи. Это место символизирует вековой выбор и стремление к мирному созиданию. Ингуш защищает своего гостя, пока его спина не сходится вдали. А царская власть уже масштабно пыталась от них этого добиться. Дошло до того, что царская власть предположительно предлагала местному населению говорить, когда они выходят из вашего дома, чтобы можно было их схватить. Ингуши своих уже гостей не выдавали. Далее путь лежал к плитам с именами участников легендарной ингушской дикой дивизии. Герои Первой мировой войны, прославившие свою отчизну невероятной храбростью. В истории упоминается, что дикая дивизия смогла разбить железную дивизию Кайзера, которая держала уже австро-венгров уже долгое время, уже держали в страхе всю Европу. Но в этом уже плане есть очень много несостыковок, если уж по правде сказать. То есть есть несостыковки в том соотношении, была ли железная дивизия Кайзера и защищали ли его ингуши. То есть это уже в истории момент спорный, но и все-таки ингуши знатно проявили себя уже в Первой мировой войне. Экскурсия для Романа Карманова охватила и более близкие к нам по времени трагедии. Была показана памятная стела жертвам Чернобыльской катастрофы, увековечивающая подвиг ликвидаторов. Затем гостям представили мемориал участникам афганской войны, где также были продемонстрированы образцы техники тех лет, напоминающие о суровых испытаниях. Особое место в комплексе занимают башни, возведенные в память о жертвах депортации ингушского народа. Эти величественные сооружения – символ стойкости, горя и надежды. Завершающим аккордом стала экскурсия к тому самому поезду, в вагонах которого ингушский народ был отправлен в ссылку. Этот экспонат – один из самых пронзительных символов трагедии депортации. Роман Карманов был глубоко тронут увиденным. Все, что мы видим здесь вокруг, насколько тщательно подобраны материалы в музее, насколько это все с тактом большим сделано, и ты выходишь не с чувством ненависти, да? Ты выходишь с ощущением того, что это общая история, которая действительно полна непростыми страницами, безусловно, но народы, которые уважают себя, уважают другие народы, способны все преодолеть. Вот мне кажется, это самое главное ощущение, с которым, собственно говоря, и нужно и покидать мемориал памяти, который сделан людьми для того, чтобы не было никаких конфликтов больше, да, и чтобы мы все понимали, что вот эта прививка от конфликтов, она дается именно здесь. Визит главы президентского фонда культурных инициатив в мемориальный комплекс Назрань еще раз подчеркивает важность сохранения исторической памяти для будущих поколений. Каждый камень, каждый экспонат здесь – это не просто часть прошлого, а урок для настоящего и будущего, отметил Карманов. Зелимхан Калоев, Адам Гулоев, Султан Магушков, Магаз 24.